Вы смотрите новости в прямом эфире, и мы подведем итоги дня сегодняшнего, понедельника, 20 июня. Для вас в студии работает Иван Лазаренко, и вот главные темы. Подошел к концу первый день СЦХ «Аланхо». В Верхневилюйском районе прошли церемонии открытия и первые торжественные и праздничные мероприятия. В этом году впервые в истории самолеты-зондировщики привлекаются для работы в республике не на тушение пожаров, а для предотвращения их возникновения. Военный учебный центр на базе Северо-Восточного федерального университета готовится принять первых курсантов. Там же в университете стартовала и приемная кампания. Прием документов проводится по более чем 160 образовательным программам. Фильм для школьников о нравственных качествах, необходимых человеку, снимут в Якутске. В библиотеке «Смарт» прошел кастинг на роль героев. 25 лесных пожаров на общей площади 16 тысяч гектаров действуют в Якутии. Тушат 15 очагов в Ленском, Мирнинском, Алекминском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Хангаласском, Сунтарском, Тампонском, Нюрбинском и Горном районах. Из них локализовано 2 пожара на территориях Ленского и Горного районов. В тушении пожаров заняты 600 человек, из них 450 специалистов авиалесоохраны, 137 работников лесной охраны и 10 человек из числа местного населения. В Тампонском и Ленском районе такая ситуация уже подходит, и мы районам дали поручение ввести режим чрезвычайной ситуации. В случае введения в данных районах режима чрезвычайной ситуации уже по закону мы должны ввести уже в регионе. И это нам позволит привести дополнительные силы из других регионов, опытных людей, профессионалов, которые будут заниматься уже тушением тех тяжелых пожаров, которые у нас находятся на территории. В этом году впервые в истории самолеты-зондировщики привлекаются для работы в республике не на тушение лесных пожаров, а для предотвращения их возникновения. С помощью искусственно вызванных осадков увлажнялись потенциально опасные территории, что помогло в значительной степени сократить количество природных пожаров. Месяц в Якутии работал Як-42Д, теперь же ему на смену прилетел Ан-30. С работой самолета-зондировщика ознакомился мой коллега Александр Хавренко. Статистика – вещь упрямая. В этом году лесных пожаров на территории республики было гораздо меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. И большую заслугу в этом оказали самолеты-зондировщики. Именно из этого места специалисты Центральной аэрологической обсерватории ищут подходящие для работы облака. Ну что ж, вперед за облаками! Самолет Ан-30 модификации М прилетел на смену самолету Як-42Д, который работал в Якутии целый месяц. Задачи у самолета такие же – проводить работы по искусственному вызыванию осадков для увлажнения территорий. Исходя из того, что самолет Ан-30 является классом ниже, чем летающая лаборатория Як-42Д, в моем понимании это очень хорошее сочетание, когда летающая лаборатория Як-42 отработала, провела исследования, а мы приняли эту эстафету уже на другом уровне. Ан-30, он менее скоростной самолет, но тем не менее он обладает рядом преимуществ, таких как достаточно большая продолжительность полета, возможность установить исследовательскую аппаратуру, более динамично исследовать облака, летать в них. Искусственное вызывание осадков происходит из-за воздействия на облако зарядом йодистого серебра, пиропатроны с которым отстреливаются с борта самолета. В патронах содержится пороховой заряд, который выталкивает рабочее тело. Рабочее тело состоит из йодистого серебра, смешанного с тем же самым порохом. Этот порох начинает гореть, йодистое серебро выделяется, и тем самым производится засев облаков. Йодистое серебро по своей структуре похоже на кристаллики льда, и когда попадает в облако, то та влага, которая находится в облаке, она начинает конденсироваться на этих частичках льда. Привлечение самолетов-зондировщиков для проведения превентивных мер в борьбе с лесными пожарами уже дало свои результаты. Сейчас идет очень интенсивная обработка полученных результатов для того, чтобы можно было каким-то образом объективно показать сам эффект воздействия. Мы пытаемся понять, есть ли это увеличение, насколько это увеличение в зонах работ. Предварительные анализы показывают, что это увеличение есть, и в некоторых случаях оно значимо.
она значима. Мы работали, значит, практически, мы работали во всех центральных районах, мы работали, значит, в районах Вилюйской группы, мы работали в районах Алдана и Неринги. Самолеты-зондировщики будут работать в Якутии до окончания пожароопасного сезона. А в следующем году на боевое дежурство заступит собственный республиканский самолет-зондировщик, который сейчас готовится и комплектуется всем необходимым оборудованием. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Между тем, центральная площадь города Алдана на несколько часов превратилась в полигон для практикума под действием добровольцев при тушении лесных пожаров. За происходящим наблюдал Руслан Павлов. Давайте ознакомимся со спецтехникой и с нашими огнеборцами. При ликвидации стихийных бедствий порой не хватает профессионалов. Тогда подключаются добровольцы, которые просто обязаны знать основные функции и действия при ЧС. Представители общественного республиканского добровольческого штаба провели практический семинар в Алдане для желающих прийти на помощь, если она понадобится. Мы хотим добиться самого главного, это чтобы добровольцы сохранили свою жизнь, свое здоровье. Это первая, самая наша главная задача. Второе, чтобы их труд был более эффективен. То есть они должны слушать команды профессионалов, знать какие-то определенные общие, значит, представления, как это все должно делаться. Вот с этой целью мы сюда приехали. Получить полезную информацию и навыки откликнулись 40 человек из многих населенных пунктов района, которые представляли учреждения и организации разных форм собственности. В принципе, со всего района, из Кутаны есть представители, есть из Хатастыря представители, как бы даже с удаленных населенных пунктов. Организации очень хорошо взаимодействуют. Единственное, что как бы жители Алданского района, добровольцы, мало отзывов от них. Ну, я думаю, это все равно когда-нибудь все поменяется и будет в лучшую сторону. Особенно участникам семинара практикума понравилось оттачивать действия по оказанию первой медицинской помощи. Специальный манекен не только получал порции реанимационных действий, но и подсказывал своим спасителям, как правильно действовать. Глубже. 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 Ну, лично для себя я узнал то, что это массаж сердца, первая помощь, как оказывается правильно первая помощь, как бы вот. Очень интересная была лекция о пожаре в целом, какие виды ожогов бывают. Я как вот сам участник лесного пожара прошлого года, вот с радостью послушал лекцию, так как я некоторых аспектов не знал. А сейчас, если доведется, то, естественно, я окажу первую помощь. Знания и навыки, полученные на обучающем семинаре, могут и не понадобиться. На сегодняшний день в районе нет лесных пожаров. Однако они всегда помогут нашим героям в случае нестандартной ситуации, которая может возникнуть в любом месте в любое время. Руслан Павлов, Алдан. И к другим темам. Общероссийский народный фронт запустил акцию в поддержку специальной военной операции. Так, представители данного движения начали сбор тактического снаряжения. Недавно Народный фронт запустил акцию «Все для победы». Смысл акции заключается в том, что народной милиции Луганской и Донецкой народных республик требуется наша помощь, а именно в экипировке. Принимаем от населения экипировку, берцы, трекинговые ботинки, каски, бронежилеты, приборы ночного видения, тепловизоры, оптические прицелы, квадрокоптеры. У населения мы призываем, чтобы они подключились. Многие звонят, спрашивают, как это сделать. Запущен сайт победа.онф.ру. Инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел провели профилактические мероприятия по контролю за оборотом оружия на территории республики. Правоохранители за 2 дня проверили более 700 владельцев оружия. За нарушение установленных правил его оборота выявлено 58 административных правонарушений, наложены штрафные санкции на общую сумму 58,5 тысяч рублей. Изъято 132 единицы гражданского огнестрельного оружия, в том числе 12 единиц нарезного оружия, 50 единиц в связи со смертью владельца. На добровольной основе населением за эти дни сдано 6 единиц зарегистрированного оружия. Военный учебный центр на базе Северо-Восточного федерального университета готовится принять первых курсантов. Занятия по программе военной подготовки сержантов запаса начнутся с 1 сентября текущего года. Всего обучение пройдут 108 человек.
Отбор проводится среди студентов вуза, обучающихся очно по программам бакалавриата и специалитета. Программа военной подготовки сержантов запаса рассчитана на 2 месяца. Как сообщили в университете, сейчас идет первый набор. Он завершится в середине июля вместе с весенним призывом. Предварительный отбор студентов проводит военкомат. Там студенты проходят медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор. После этого студенты сдадут нормативы по физподготовке. Кроме того, учитывается и успеваемость по основной учебе. 20 июня в Якутске стартовала Всероссийская научная конференция «Интеграция наук. Междисциплинарность в медицине». Мероприятие будет проходить в течение 3 дней и завершится 22 числа. Участие в конференции приняли более 200 специалистов по медицинской физике не только со всей страны, но и с Казахстана, Узбекистана и Вьетнама. Данный проект направлен на научную интеграцию специалистов различных областей науки в решении медицинских проблем диагностики и терапии в области онкологии. Кроме того, по словам организаторов, в планах проводить эту конференцию регулярно. Мы очень рады, что наши коллеги в Якутии организовали, во-первых, направление, связанное с медицинской физикой, второе, организуют конференцию, и я сюда уже 3-й раз приезжаю, и более того, у них большие планы на будущее, мы с ними много работаем, часть их студентов обучаются у нас, вот, поэтому это направление представляется исключительно важным. В Северо-Восточном федеральном университете стартовала приемная кампания. Прием документов проводится по более чем 160 образовательным программам. При этом в этом году добавилось порядка 20 новых по бакалавриату, магистратуре и специалитету. Продолжит Саргалана Неустроева. Ежегодно в главный университет республики поступает порядка 5500 студентов. При этом самыми популярными направлениями из года в год остаются информационное, медицинское, финансово-экономическое и юридическое. Мы здесь, в нашем здании главного учебного корпуса, попытались создать всю удобную инфраструктуру для наших поступающих. Здесь же можно подать документы очно. Здесь можно, например, сделать копии своих документов, перекусить, например, пройти бесплатную экспресс-диагностику по профессиональному самоопределению. Здесь у нас также будет сидеть юрист. Вот на 1-м этаже он у нас будет консультировать поступающих на целевое обучение, поступающих на места в рамках особой квоты. Спустя 2 года приема документов онлайн поступать очно теперь не обязательно. В этом году запущена работа суперсервиса поступления в ВУЗ онлайн и личного кабинета абитуриента СВФУ. Документы можно подать и через операторов почтовой связи. Тем не менее, есть и те, кто предпочитает заниматься вопросами поступления по старинке. Очень удобно, удовлетворительно. Вот отзывчивые сотрудники помогают, любой вопрос отвечают. Поступаю в институт физической культуры и спорта. Надеюсь, что поступлю на бюджет. Всего на 2022-2023 учебный год выделено 4106 бюджетных мест. Еще 320 бюджетных квот выделено для детей, участников специальной военной операции. Сама кампания по бакалавриату продлится до 25 июля. С 1 июля стартует прием документов на магистерские программы. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. В Якутске проводится обучающий семинар для тарифных агентов. Представители тарифного агентства со всех районов республики съехались на первую очную встречу. На обучающем семинаре агентов обучат специфике формирования цен и методики подсчета по каждой отрасли. Напомним, с этого года в республике будет вести работу тарифное агентство. В каждом районе будет действовать свой тарифный агент. Они будут мониторить цены на продукты питания, лекарства и тарифы. Также они будут принимать жалобы от граждан и сообщать о завышении цен в тех или иных отраслях. Цели и задачи работы нашего тарифного агентства заключаются в том, чтобы на местах, те предприятия, которые мы регулируем, они все работают на местах. И на местах нам очень нужны представители, которые работают совместно с этими предприятиями, которые могут проводить инвентаризации какие-то, которые могут выявлять какие-то нестыковки или там какие-то нарушения на местах. И быть нашим рупором на местах, принимать людей с жалобами на тарифную политику, допустим, да, буквально вот с квитанциями можно прийти на прием к нашему тарифному агенту, задать вопросы и получить исчерпывающие ответы.
В Якутске прокуратура продолжает проверку безопасности и качества условий детских площадок. В ходе объезда выявлено, что большинство объектов повреждены и требуют замены. Всего ведомством запланирован осмотр более 250 площадок. В чем же главные цели и задачи объезда, расскажет Светлана Аммосова. Горка, пара тренажеров и скамейка – это все, что есть на этой площадке. Она принадлежит дому по адресу проспект Ленина, 16. Специалисты прокуратуры и Государственного строительного и жилищного надзора осмотрели и составили акт о ненадлежащем состоянии. Играть здесь опасно как для здоровья, так и для жизни, ведь из-под песка торчат железные штыри. Сквозь высокую траву не сразу можно разглядеть игровую зону. Правда, теперь до нее добраться и вовсе невозможно. Все затопило талыми водами. Это место никому не принадлежит и поэтому стоит бесхозно. Управой строительного округа было принято решение в этом году ее демонтировать. В настоящее время ведомство осмотрело практически все детские площадки Якутска. И, к сожалению, большинство из них не соответствует основным требованиям. Но здесь хотел бы отметить, что это не означает, что все площадки они представляют какую-то опасность здоровью и жизни граждан. Здесь может быть и моменты, когда, допустим, сломан какой-то архитектурный элемент, нету лакокрасочных покрытий. А на дворовых территориях по улице Рихарда Зорге установлено немало площадок, которые были построены еще в прошлом столетии. Так, в 80-е годы жители многоквартирных домов сами сооружали качели, беседки и песочницы для своих детей. В ближайшее время их тоже демонтируют. А это уже более современная детская зона. Но качели, ограждения и скамейки уже не подлежат эксплуатации. Площадка, она стоит в плане на этот год. Мы демонтируем полностью это ограждение. Привозила сюда специалистов, как вы показываете эту качельку. Можно ли ее ремонтировать? Конечно же, ремонтировать ее нельзя. Мы будем ее демонтировать. Ну, забор, мы вот эти вот конструкции, также воркауты, вот эти спортивные, мы все это оставляем. И на следующий год планируем установить нормальный новый комплекс. Пусть он будет небольшой, но в отличном состоянии. В ходе проверки инспекторы дают оценку действиям или бездействию уполномоченных лиц по надлежащему содержанию игрового оборудования, его соответствие установленным требованиям. В 2021 и 2022 году прокуратурой города приняты меры реагирования, по результатам рассмотрения которых 14 площадок принято в собственность окружной администрации, 166 площадок приведены в соответствие с нормативными требованиями. Согласно законодательству, ответственными за детскую площадку являются те, на чьей земле находятся игровые конструкции. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования. Светлана Аммосова, Владимир Павлов, Якутск. Фильм о нравственных качествах, необходимых человеку, снимут в Якутске. В библиотеке «Смарт» прошел кастинг на роль героев фильма «Киноурока». Это короткометражный художественный фильм, который призван привить детям главные жизненные ценности и нравственные качества. Его будут демонстрировать школьникам во время классных часов. Такие фильмы сейчас снимают во всех регионах страны. Всего должно выйти 99 киноуроков, а искать якутские таланты приехала режиссер-сценарист Елена Дубровская. Ваше качество – это стойкость и выносливость. То есть дети именно по вашему фильму будут изучать понятие стойкости и выносливости. Наша задача сегодня показать всем детям в нашей стране, и не только в нашей стране, что и в Якутии живут современные, интересные дети, дети будущего, которые способны на великие изобретения, научные открытия, дети, которые близки к природе и искусству. Сегодня в Верхневилюйском районе в местности Тюгэхтей состоялась церемония открытия СЭХ «Аланхо». Главный праздник лета пройдет в течение 2 дней, 20 и 21 июня, и включает более 100 мероприятий. С самого утра гости собрались, чтобы увидеть зрелищное представление церемонии открытия СЭХ «Аланхо 2022. Гостей традиционно встречали обрядом очищения, словами благословения и пожеланиями добра. Торжественная часть началась с гимна СЭХа, затем состоялась
состоялись обряд благословения, а также ритуал кумысопития. После этого зрители увидели театрализованное представление «Кияр. Родина коренных народов». Кроме того, во время открытия в селе Верхневилюйск дома Аланхо глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о создании в Якутии единой системы домов Аланхо. А Аланхасуты, Запевалы Усоха и Амны Кузнецы будут получать ежемесячные стипендии. Я подписал сегодня целевой указ, согласно которому в республике будет создана единая система домов Аланхо, с центром которого будет строящийся артийский центр эпоса и искусства. И считаю, что благодаря вот этой работе наша культура может выйти на передовые рубежи не только российской, но и в целом мире, на севере мира, и может служить некой такой культурной силой России на северных странах. А в селе Иенгра отметили Ивенкийский Новый год. Там прошел традиционный национальный праздник под названием Икенипке, что в переводе означает «песня кукушки». Более 30 лет он отмечается на специальной обрядовой территории. Это любимый праздник не только эвенков, но и всех жителей и гостей Нерюнгринского района. Подробности далее. После долгой северной зимы гости праздника проходят обряд очищения и повязывают ленточки с пожеланиями благополучия. Таким образом, участники, проходя через небесные врата, вступают на новый годичный цикл. Праздник у нас традиционный. И в прошлом году вроде как было 30 лет уже как празднуется Икенипке. Я помню, самый первый праздник был Икенипке на этой поляне, без сцены, без ничего. Только начинали проводить. Тогда был еще жив наш мелодист, композитор, автор, песенник Владимир Колесов. И вот это проводилось здесь. И я мне было 8-9 лет, когда я первая выступала вот здесь, вот просто на поляне, мы пели песни. Праздник Икенипке – это традиции и обычаи ивенкийского народа. Когда местные жители проводят обряд кормления огня, обряд кормления реки, умасливание духов и массовый дружеский хоровод. Программа праздника всегда насыщена и разнообразна, так же, как и культура этого северного народа. В течение дня проводятся спортивные состязания, конкурсы костюмов, концерт народного творчества, работают игровые и кулинарные площадки. Отчет Нового года у ивенков начинается в летний период, когда расцветает хвоя лиственницы и в тайге рождаются оленята. Это семейный праздник, когда каждая родовая община разбивает свою палатку и радушно встречает гостей, тем самым возрождая древнейшие обряды и сохраняя традиции своего народа. Ирина Жданова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Наш выпуск завершен. Такими увидели итоги дня сегодняшнего корреспондента телеканала «Якутия-24». Но еще больше информации вы всегда сможете найти на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.